пока я гуляла, собирала грибы, муж случайно наткнулся на такую находку. Он увидел камень необычной формы, и он ему показался странным. Но он решил его раскопать, взял, а он тяжелый. То есть он не похож был на обычный камень. То есть при своем небольшом размере он был очень тяжелый. Ну, мы решили его забрать домой. И когда дома уже мы его рассмотрели, потом пришла догадка, что, возможно, это метеорит. Потому что он тяжелый, похож на железо. Мы сразу взяли магнит, начали магнитить его с разных сторон. Он примагничивался. Вот типа здесь вот оно лежит. Конечно, не каждый день муж даже когда нашел, сказал: смотри, жена, я тебе звезду с неба достал. Вот. Вначале мы хотели оставить себе, но потом мы с мужем посоветовались и решили отдать его науке на изучение. Вот. Ну, то есть его, чтобы продать, надо куда-то на аукционы, связываться с кем-то. Ну, а тут в музее, я посмотрела, какой чудесный музей у Анатолия Ивановича, и решили, что лучше он будет на своем месте. Температура, там давление другое. Да. И глубина. Вот я навел на резкость, и тут очень хорошо видно, что это глобули самородного железа. Они выпирают в виде таких очень интересных образований. Вот это глобули, это вот железо самородное. Это масальский метеорит. Я глянул на него, понял, что это действительно метеорит. Почему? Тут несколько есть очень важных диагностических признаков. Во-первых, поверхность. Это характерная поверхность, бугристая такая, с эллиптоморфными такими углублениями. Вот. И вес. То есть плотность у него довольно высокая. Когда померили, 5,3 плотность. Вес 530 грамм. Ну и потом поднесли стрелку компаса, и она завертелась. Магнитен. И то, и больше. Угу. Тут так вот еще хорошо человек понял, что что-то это не... Судя по корочке, я так тут прокалывал, смотрел, судя по корочке, он уже лет 20 здесь на земле лежит. Так вот полежит уже, да, это типично глазурированная, вот видите, глазурь уже появилась. Он окислился очень здорово. А окисление вот этого, значит, железного метеорита, потому что там есть еще и железо самородное в его составе. Почему? Потому что я вижу, тут микроглобули есть. Именно вот, видимо, такой, как масальский метеорит, который упал на западе Алтая. Вот. И я думаю, что он покажет очень интересные свойства, ну и химический состав, этот метеорит. Масальской станицы. Он 500 килограмм. То есть, да... части только есть, а здесь нету этих вакуумов. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.